Добро пожаловать в Финский залив. My name is Max. I'm from Якутия. Насколько этот вид спорта азартный, интересный, динамичный. Мы претендуем на то, чтобы быть признаны Международным олимпийским комитетом. По новым правилам, которые будут действовать с 1 января 2022 года. Одна из самых принципиальных схваток в масс-рестлинге. Всем привет, меня зовут Максим Тихонов, я YouTube-блогер из Якутии. Сейчас я вам покажу, как прошел третий этап Кубка мира по масс-рестлингу в Финляндии. Хороших, чтобы результаты были хорошие. Это не фото, это видео. Помашите. В общем-то, мы сегодня провожаем нашу команду по масс-рестлингу на третий этап Кубка мира в Финляндию. Команда собралась, у нас сегодня и первая команда, и вторая, и мы вручали им торжественно спортивные костюмы. В общем-то, костюм он всегда как бы организует команду, да, делает как единое целое. В общем-то, все спортсмены довольны, получили, и сегодня они готовятся уже к вылету. Завтра они уже частями поэтапно будут вылетать в Финляндию. Мы, конечно, нашей команде желаем побед, впечатлений. Хотелось бы, чтобы соперники были достойны честного судейства, ну и неравнодушных наших болельщиков. Смотрим сборную форму первой команды. Обзор, маленький обзор. Фирмы Forward, пуховик. Два пуховика, да? Здравствуйте. Два пуховика. Четко же. Ватники. Вот этот потолще, а этот чуть потоньше. Ветровка. Штаны. Даже термобелье есть. Белое поло. Шапка. Футболка с рукавом. Штаны и рюкзак. И большая сумка. Четкая, удобная. На колесиках. Фаина мечтает, когда она в первую команду будет попасть. Дмитрий Попов уже одел свой пуховик. Хай ходя еще иди. Ой, мало. Канинатура? Russia. Мощная идея. Что мы так его? Вы что бавите? Сканера хамари был. Ой, видите? Приехали в аэропорт. Сегодня наши товарищи, друзья тоже прилетели из Якутска. Айсен Атастыров сидит, Артнольд Мухов стоит, Егор Ильмалаев, Василий Протопопов. Привезли еще некоторые вещи, аппаратуру для проведения масс-рестлинга. И вот идет распаковка вещей. Вася, Аял. О, Наташа стоит. Кеш идет. Пашка. Саха на рынке Ханамина. Гош. Собираемся лететь Москва-Питер, потом вечером в Хельсинки. Delegation of Republic Sakha, Якутия. Мы приземлились в Питер, аэропорт Пулково. Сейчас идем. В 7 часов мы вылетаем в Хельсинки. 17 лет, финляндские авиалинии. Уютненько. Не тесно, да? Александр Николаевич.
Арнольд. Айна. Love seats да? Наташ? Индин да? Аялында. Кеш, балаха не хоть давай. Четко, да? Короче, я зашел в своих масках, вот в таких поролоновых масках. И они попросили поменять на такие маски, они сами дали. We'll have to change. You have to change mask. О, вообще мягко присели вот так. Kiitos ja tervetuloa lennoillemme pian uudelleen. О, гиганты приземлились в Хельсинки. Сдаем бесплатный ПЦР и на карантин на 1 сутки. На чили, на расслабоне. Заполнили бланк для бесплатного ПЦР. Екатерина, волнуемся, да? Вообще, да? Вообще не волнуемся. Хапашка, товарный хануари. Каким? Дима? Дима, да. А Дима, как дела? Сейчас глазами. Он обязательно келге толок тахын. Просто открой камеру, туда. Это контент-мейкер, да? Бихини курдук. Короче, потерялся наш багаж. Моего и Кеши. Моего и друга Кеши. Он Вася, да? И Васи Протапа. Короче, сейчас будут... Сейчас ищут. Сейчас найдут. Бар это во. Выходим. Идем на автобус. How many months? 3? No, 6. 6? Да, так. Идем за ними. Спутник 5 вроде сказали. Они сказали последовать за ним. Ага. За ней. Килепка кем битехегей? Дима битехекин, да? Катя в восторге от аэропорта Хельсинки. А что где? На Кадикучевой аэропорте ведь. Команда Венгрии прибыла. Hello. Макс. Бротер. Катанова так и битеди, а? Сели в автобус. Капитан готов. Все на местах. Сейчас полетим на Луну. Наконец-то приехали. Си Хотел Мантинеми, да? Мантинеми? Мантинеми. Надеюсь, правильно произнес. Тут гололед. Очень жесткий гололед. Скользко. Поэтому едем тихо. Приехали где-то за 2 часа с аэропорта. Ними. Вау, четкая пота. Красота. Харнут, глайдың да? Права. Барут уянын гларин деп күттік. Башыдай бады. Егор, как у себя дома? Наши финляндские друзья. Привет, Лен. Ага, здравствуйте. Якутский Джесси Стэтхэм. Здорово. Вот так. Welcome. Let's. Четкая пота. Хороший мандык. Угу. 3 кровати. 3 кровати и балкон. Короче, здесь кушать немножко дорого. 10 евро. Сейчас ужин подадут. Покушать. 10 евро. 10 евро. Егор, что кахамат я вендишь? Короче, заселились с парнями. Михаил Емельянов, Мигинский и Вадим Анахин, Ленский район. И единственный представитель Вилюйского ВУЗа Максим Тихонов с вами. Нормально заселились. Условия очень хорошие. Будем спать с 3 подушками. Полотенце, все есть.
Водичка из крана, микроволновка, холодильник. Ну, тут мы утром посмотрим. Завтра будем ждать результаты ПЦР. И после одобрения пойдем смотреть зал и уже готовить место проведения Кубка мира. Спокойной ночи. Дорогой доктор, Iron Collection кален турабын. Iron Collection'дар Финляндия келер бер сүрдах күскеме болдыр. Опсаны динәттә хана ватырнар өремин поддержкалылар. Бәбә битер көмөлсөһөбит, үлелеһәбит. Онтон корат бир бастың спортивный экипировканы атылыр. Онна индивидуаль закаханан оңорор. Теритеттен кыркый кылгас интервьюлы кайын. Үтө көндөн болохтун күндү көрөчүлөр Макс блогун хәңәрен көрөчүлөр Макс творчествотун таптачылар деха. Баргытын келен хер хаңа жылынан әгәдәлән турамыд бихе айран спортивная экипировка. Оңорын тахар компания эха предложение лахпыт бихе торговый центр Саха Экспо центр денге бәсе тәске торговый точка ридевит розничный магазин. Ол онна хаңа жылынан күштәх әлбәх скидкалар беленә торалар. Баргытын ол онна ыңгыравыт, онна онтын атын услуга бүттен бихе спортивный таңыз оңорын тахарабыт любой коллективный, любой объемнах улхан командный заказтарга. Ол курдук эхил болары турар усалданга спартакиадага заказты хытын магарабит болы хытына бехега обращайся гынан бехе олус элбах үчүгей үлеттердак бит, олус элбах үчүгей производство алакпыт. Ол курдук баргытын кытта индивидуальный подходтах үлелектер, онна дизайнгытын тохрын оңора гудуар бартын көмөлө хөктер. Бехе абсолютно любой спортивный таңы под ваш любой багарбы дизайнытнан оңран беребит. Ванда кыртык спойлердан этеха Iron Collection тугунан бии саңар жеканеттен блогу стокту. Именно урбаниттар, бойдарулаттар, этимнаваттар хайдах үлели жалларын, командаларын тугунан хайдах баша барта хакаламытын тугунан кепсехтере. Онон доктор кетебит саңар жеканетте. Кетей Макс камакта улхан. Доброе утро. Утро второго дня. Первый бесплатный завтрак. Жарат вахтар битей. Хана. Бесплатный. Это все бесплатно. Ням-ням-ням. Шведский стол. Чёткой. Чёткой. Соки. Все есть, короче. Все есть. Даже кючак пали. Сметана, кюрчак якутский, индинды. Багато лыбытым дешевить. Ант продукта. Отрицательный. Короче, результаты уже утром пришли СМС-кой Егору. Петр Бурнашов, чемпион России 19 года. 20-го. 20-го. Вышли на прогулочку. Тут зелень и немножко снега. Погода +2. Ёпка, да вот да. Без то. Рассказать вообще. Без павах, без. С той стороны без. Везде вокруг вот такие большие булыжники, камни. И гололед. Вот жесткий гололед. Volvo, Nissan, Toyota тут редкость. Спали мы вообще четко. Условия очень хорошие. И воздух такой был, как сказать, прохладненький. Поэтому спали как вообще как дети. Четко. Спаем. Добро пожаловать в Финский залив. О, финская сауна! Ебой! Чё кадида? Из сауны выходим и сразу ныряем в воду. Вообще мощно ли? Мощно!
В ледяную воду. Рай, да? Короче, тут надо где-то под осенью или весной прийти. Ну и летом тоже будет круто. Дима уже бегает. Кайчай, да? Ты не сюда? Ты не план деге? Зарядочка у Дмитрия Попова. 10 минут пробежки после еды. Идем париться. Будем тестить финскую баню. Дрова. Ага, дрова. Ага. Здесь тоже дрова. Ага, дрова и печка. Да, и вода, и вода. Вода. Ага. Это... Ага. Ага. Ну это понятно. Ага, спасибо. Ага. Все, мы поняли. Ага. Ага. Баня. Чуи. Четко. Четко попарились, уже сделали вес. Индин, да? Да, Витя? Ну, нормально, да? Немножко осталось было. Утро второго дня, ночью приехали оставшийся состав российской сборной, там Виктор Колебовчук и так далее. А сейчас мы позавтракали и едем в место соревнований. Сегодня будет завершение некоторых весов. Заказали автобус и сейчас поедем. Здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Здравствуйте, руки заняты. Здравствуйте. Меня знаете, да? Откуда? Из Кыргызстана. Из Кыргызстана. Привет братьям кыргызстанцам. Сильный состав был. Сколько вас? У нас 11 человек. Хорошо. Вот так едем. Сзади меня сидит Валерий Газаев, представитель украинской сборной. У них в составе 3 человека. Сейчас немножко расскажет нам. Че, как настроение, Валерий? Когда приехали? Настроение боевое, как всегда. Ну, я еще параллельно, помимо того, что привез сборную Украины, я еще заместитель главного судьи. Хожу в высший судейско-дисциплинарный комитет Международной Федерации в президиум. Поэтому я здесь больше на работе, беспристрастный, должен быть беспристрастным. И если болеть за своих, то очень тихо и соблюдать нейтралитет, само собой. Для нас репутация на первом месте. Привезли 3 человека, как в принципе и на первом этапе был только один, к сожалению, в Узбекистане не получилось привезти команду. В Стамбуле было 3 участника, и сейчас тот же состав привезли. Самые опытные наши спортсмены, самая титулованная девушка из Украины, это Ольга Сукач, действующая абсолютная чемпионка Европы, победитель 2-го этапа Кубка мира, который проходил в Стамбуле. Алексей Кушнир, наш самый титулованный мужчина, масс-рестлер, борется в весовой до 70 килограмм, 6-кратный чемпион Украины и многократный призер этапов Кубка мира, бронзовый призер чемпионата мира 2016 года. Поэтому команда немногочисленная. Юлия Лебеденко перешла в новую для себя весовую. Раньше боролась до 65, сейчас до 55 согнала в этом году. Состав немногочисленный. Обычно мы привозим на финал Кубка мира 10-15 человек. Но если бы, как ранее было запланировано в Москве, если бы состоялся, то привезли бы, я думаю, минимум 10 человек. А так, конечно, еще не отошли мы от последствий пандемии. Тяжело пока еще с финансами, и некоторые спортсмены еще, скажем так, не в оптимальной форме, уже будут набирать форму на чемпионат мира в следующем году. Поэтому вот боевой, маленький такой, но боевой состав, 3 человека. А вы представляетесь тоже как главный тренер Украины или тоже отдельно есть скажем тренер? Так, да, я как главный тренер на данный момент.
большинство наших сборников я тренирую. Поэтому вот все 3 участника от Украины, я их тренер. С какого года вы в масс-рестлинге? Ну, скажем так, случайности, конечно, не бывает, но неожиданность была для нас. В 2014 году, буквально за 3 недели до чемпионата мира первого, который проходил в Якутске, со мной связалась Лена Томская и пригласила сборную Украины поучаствовать. Мы тогда о масс-рестлинге знали только по видео в YouTube, там немножко, скажем так, вообще поверхностно были знакомы. И как и большинство, даже вот кто нюансов не знает масс-рестлинговой борьбы, мы тогда еще скептически относились к этому виду спорта. То есть считали его каким-то более таким игрой, скажем так, а не серьезным видом спорта, что-то такое. Но предложение было заманчивое. Конечно же, мы им воспользовались, потому что на тот момент мы это рассматривали, честно говоря, как туристическую поездку. То есть амбиций у нас никаких не было. Мы собрали команду из борцов, вольников, из пауэрлифтеров, из стронгменов. 6 человек. Такую палку там взяли в руки за неделю до чемпионата мира. Немножко попытались что-то побороться, видео посмотрели. А по сути мы уже включились только уже на чемпионате мира. Ну, без медалей. Это были, наверное, единственные международные соревнования. Уже, пожалуй, за 7 лет сборная Украины принимала участие где-то в 20-25 международных турнирах. Это были единственные первый чемпионат мира, где сборная Украины уехала без медали. Потом мы уже на всех соревнованиях по-любому завоевывали медали. И вот мы приехали туда, когда я увидел этот масштаб, когда я увидел интерес настоящий, насколько этот вид спорта азартный, интересный, динамичный, насколько он перспективный тоже, будущее увидел в нем очень большое. И я загорелся и решил развивать в Украине этот вид спорта. И мы сейчас уже очень много соревнований проводим. У нас, в принципе, на чемпионате Украины участвует около 120 спортсменов. То есть в Украине хорошими темпами развивается. И что для вас масс-рестлинг, лично для себя? Я вообще сам занимаюсь стронгменом. Достаточно на высоком уровне. То есть я 5-кратный чемпион Украины. И на данный момент из 1200 спортсменов всего мира в международном рейтинге я на первом месте. То есть чемпион Европы этого года. Но стронгмен для меня, как для спортсмена, да, это мой вид спорта который у меня получается, в котором я добился больших успехов. Но намного больше сердце лежит в масс-рестлинге. И в будущем, когда я закончу карьеру соревновательного спортсмена, то все ставки будут у меня стоять именно на развитие масс-рестлинга, а не на стронгмен. Потому что за масс-рестлингом я считаю будущее. Только потому, что для детей этот вид спорта очень интересен. И в Украине, например, большинство, которые выступают на чемпионате Украины, это дети, это школьники. Им очень нравится, и уже есть целые команды и в селах, и в городах. Поэтому я считаю, что за масс-рестлингом будущее. И действительно, мы стараемся в Международной Федерации делать все для того, чтобы у нас была здоровая конкуренция, чтобы не было никаких интриг, чего-то еще такого, максимально, чтобы все прозрачно было, доступно и действительно всегда побеждал сильнейший. Спасибо. Опа! Приехали на место соревнований аэронавтика. Войко. Trains. Так. Маленький обзорчик. Вон там стоит автозаправка, где там все есть. Там поесть, кафе, автосервис и так далее. Все есть. Вот стоянка возле аэронавтики. Сейчас мы узнаем, что это за центр и почему здесь решили провести Кубок мира по масс-рестлингу. Hello. You are mass wrestlers? Yes. Yes. Country? Finland. Finland. Yes. Hello. My name is Max. I'm from Yakutia. Опа. Hello. 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 Where are you from? Slovakia. Slovakia. Hello, Slovakia. Hello. Slovakia. Регистрация. Не предоставим что-то. Допуск его. Это мандатная комиссия во главе Дмитрия Шарина. Вот так проходит мандат.
Тут пиво продают, Хайникена. Какие-то аэрокостюмы. О, здравствуйте. Ага. Меня Максим зовут. Я на ютубе блог снимаю. Вас как зовут? Алексей. Алексей кто? Кушнир Алексей и? Люди Лебеденко. Ага. Муж и жена, да? Пока встречаемся. Классно. Так, идем дальше. Так, место проведения соревнований. Вот помост. И все поединки здесь будут, да? Я так понимаю. Здесь, кажется, обучают, как летать на этом параплане. Можете в комментариях поправить. Я просто не знаю, для чего это, как это. Ну, надеюсь, увидимся с местными, которые нам объяснят, что это такое. Кстати, на гугле в трехмерном изображении такое это здание было в Google Maps. Или здесь будет. Вот пьедестал стоит. Ну, потихой, надеюсь, узнаем. Ну, помост приготовленный вот слева. Справа пусто. Одним помостом, да? Hello, guys. Откуда вы? Армения. Армения? Здравствуйте, меня зовут Максим. Аганес. Ага, Максим. Ага. В каком весе вы участвуете? 80-65. Как вас зовут? Аганес. Аганес и? Юрий. Юрий? Русское имя Юрий. Как настрой, ребята? Нормально. Состав у вас сколько человек? Сколько спортсменов? 3 спортсменов. У нас. Ага. 65, 80 и 90. Тренер есть у вас? Есть. Ага. А третий кто? Спортсмен? Нету здесь. Гостиница у нас осталась. Хорошо. Ага. Вес гоняли? Да, много. Еще осталось? Сегодня взвешивание, да? Да, 8-9 я скинул. Хорошо. На сегодня посмотрим взвешивание. В 2 часа будет. И посмотрим, как ребята будут проходить взвешивание. Вот меня аккредитировали в копилку бейджиков. На первый раз на Кубке мира по масс-рестлингу. Круто. 60. О, почти нормально. 500 осталось. У Дмитрия не устроило. Вот ребята предварительно взвешиваются. До официального взвешивания еще время есть. И вот спортсмены тоже подходят. Разница с отелем до 800. Такая большая, что ли? Ничего себе. Если они показали 107-400. Тут 105-600. Официальное взвешивание вот на этом будет, да? Хорошо. Улахан Муньял, да? Здорово. Большое совещание закончилось. И всех можно уже посмотреть. О, Макс ходил. Айна Катрина. Раз, два, три. Раз, два, три. Блин, Ну, говоря о календарном плане, я хотел бы отметить, что у нас будут проводиться различные мероприятия, в том числе континентальные, чемпионаты Европы, чемпионаты Азии. И хотел бы отметить, что главным событием в спортивной жизни масс-рестлинга на 2022 год будет чемпионат мира в городе Якутске, который пройдет в июне месяце. Я хотел бы сказать о том, что глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев в своем послании отметил, что масс-рестлинг должен развиваться и войти в олимпийскую программу. Для этого чемпионат мира в Якутске станет таким рубежным моментом, который еще раз продвинет на более высокий международный уровень развития традиционного для нашего народа вида спорта. Ну и хотелось бы отметить, что самым главным итогом сегодняшнего заседания стало то, что мы приняли финское коммюнике, который будет продолжать те меры, которые мы приняли в Якутском меморандуме в 2014 году во время проведения первого чемпионата мира по масс-рестлингу, где мы определили то, что масс-рестлинг должен развиваться на мировом уровне.
Далее мы принимали в 2017 году уже Московскую декларацию, где говорили о том, что мы приверженцы олимпийских идеалов, что мы будем придерживаться Олимпийского кодекса. И здесь, в финском коммюнике, мы подчеркнули, что мы будем устанавливать связи с ВАДА, то есть во Всемирное антидопинговое агентство. И выполнение требований ВАДА для нас является абсолютно важным и необходимым, поскольку мы претендуем на то, чтобы быть признаны Международным олимпийским комитетом. А для этого это является обязательным условием. В данное время Международная федерация масс-рестлинга еще приняла в свои ряды еще 3 страны. Это у нас получается, значит, Нигерия, это Того и Центральная Африканская Республика. Поэтому количество стран, состоящих в Международной Федерации масс-рестлинга, дошло до 52, с чем я поздравляю всех любителей масс-рестлинга. Пользуясь случаем, я, значит, хотел бы слова признательности сказать всем представителям средств массовой информации, в том числе вам, Максим, за то, что вы, значит, будете доносить с первых уст, как это проходит, и это будет очередным таким важным мероприятием популяризации исконно якутского вида спорта. И, конечно же, мы надеемся, что российские спортсмены представят себя в лучшем качестве, но при этом я хотел бы подчеркнуть, что из года в год растет конкуренция, и мы, конечно же, ждем сильных масс-рестлеров с Кыргызстана, Соединенных Штатов Америки, значит, представителей Армении, Украины. И я думаю, что здесь предугадывать даже достаточно сложно. И, конечно же, наверное, на каком-то этапе, скорее всего, в финале будет Сергей Фролкин и Виктор Калибабчук, что является интригой этих соревнований. Невидимые герои тыла. В главных ролях Василий Протопопов. Аина Катрин Ануфриева и Намына Константинова. Делает протоколы. С протоколом равны? Да. Полный, да? По 7 экземпляров. По 7 экземпляров. Здесь будет сидеть секретариат и судьи, в общем, представители. А соревнования будет проходить там. ПМОС уже готовится, уже приготовили. Mass wrestling. Четко. Первый туда, а я потом с тобой. Потому что у меня ж нет. Насколько больше? Или не показывают больше? У меня 100 килограмм перевес. 100 килограмм? Ой, 100 грамм. Хорошо. Паспорт здесь. 79 300. Сюда. Веревка. Скажи. 102. 102. На. Фото. Запад. Ран. Паспорт. 99 300. 111. 111. 104 900. Живевка. Пейте. Миш, стоп. Ну, ладно. У вас в общем получилось 6 минут. Мехавер. Витек, как дела? Ага. Сколько осталось? 30 кило. Еще 4 килограммушки. У тебя завтра взвешивание? Молочные не пейте в любом случае. Банан,
Денский богатырь. Какой я богатырь. Венский мешок. До сих пор спит. Мешок. Снят. Чё, ничего у меня еще не снято, еще все одето. Сейчас третий подход будет, да? Не, хорош. Сейчас пойду проверять. Сначала в душ. Потом проверять. Да, Серега, ходай. Я хочу хамба, бапа. Слышал, да, имбирь? Слышал, имбирь. У Дмитрия осталось 200 грамм. Он вообще не волнуется. Говорит, сейчас изи брошу. Скину, то есть. Кто в паре? Стас скидывает вес. 400 грамм у него осталось. 400 грамм. Туго, Стивен. Бепи. Ускорение номер. $79,500. Жеребьевка. Жеребьевка. 188. Мандатная комиссия у нас началась с 10 часов сегодня. Прошла 12 команд. Это команды Армения, Венгрия, Грузия, Канада, Кыргызстан, Латвия, Польша, Россия, Словакия, США, Украина и Финляндия. Весовые категории сегодня взвешивались 60 мужчины, 80, 105, 125 и плюс 125. И среди женщин 75, 85 и плюс 185. Вот у нас первый день среди мужчин, да, вот плюс 125 и 125, и среди женщин 85 и плюс 85. Там второй день у нас намечается абсолютный чемпионат мира. Приз какой будет? Приз от спонсоров будет, от Сахатент, и памятные призы будут. В отличие от других кубков мира, какие-нибудь изменения есть по правилам масс-рестлинга или вообще в организации? Никаких нету. По правилам Международной Федерации масс-рестлинга проводим. В общем, у нас на соревновании 11 мастеров спорта международного класса будет принимать участие. Калибовчук или Сергей Фровкин? Этот завтра посмотрите. Игорь Викторович. Судейское совещание. Судьи на помосте будут работать самые опытные судьи наших соревнований. Протопопов Василий Витальевич, Россия. Решетников Павел Павлович. Ивченко Анастасия, Украина. Какие изменения будут в будущем в правилах проведения масс-рестлинга? В правилах международных масс-рестлинга включены два основных изменения. Это касается использования наладонников. Теперь по новым правилам, которые будут действовать с 1 января 2022 года, наладонники можно будет использовать только по решению главного судьи соревнований, по рекомендации врача соревнований. Если у спортсмена есть открытая травма ладони или кровотечение с ладони. Только в этом случае? Да, только в этом случае можно будет использовать наладонники. И есть второе изменение, это использование магнезии во время соревнований. Теперь по новым правилам магнезию можно будет использовать только ту, которая предоставлена организатором соревнований. То есть во время поединка нельзя будет выносить свою магнезию. И эта магнезия должна быть одобрена главным судьей соревнований. Вы сами все знаете, магнезия бывает разная, и главный судья соревнований должен эту самую магнезию одобрить. Ольга, как настрой? Боевая готовность. Dear guests, we're going to be ready in 5 minutes. Please leave the platform.
Terve maginen Suomi, terve hyvän yhtä, terve fantasti aeronautica. Финального этапа Кубка мира по масс-рестлингу. Город Пюхта, Финляндия. Финал была бы, да? Final stage World Cup 2021, Pühta, Finland. First final men 80 kilos. Рефери на помосте Аял Решетников, Россия. Боковой судья Атила Нач, Венгрия. Referee on the platform, Решетников Ayal, Russia. Side referee, Attila Nac, Hungary. Янти Юха Веса, Финлянд. Хада. Это, можно сказать, ранний финал. Якутский финал. Станислав Иванов и Айсен Атастыров. Мне разрешили снимать вот с этого ракурса, ну, то есть снизу. Туда не допустили, поэтому будем снимать и показывать для вас, вот, как видят вот с судейской стороны, вот, секретариата. Вот, отсюда будем сидеть и смотреть соревнования. Большое напряжение. 2-0. 1-0, да? А, Марин, протест. Красные ноги! Красные ноги! Один. Третья завершающая схватка. Счет 1-1. Станислав Иванов выигрывает схватку. Покажи. Примерно одинакового физического развития, поэтому предугадать. Михаил Погорельцев, Russia. Опа-на! Калини.
И на помосте супер тяжелая категория. Виктор Колебабчук. The winner will be chosen the brief. Словачка выиграла. Final fight. Kuchesokova Kristina, Russia, is winning this round. Tikhonova Svetlana, Russia. The score is 2-1. Popov Dmitry, Russia. Pogoreltsev Mikhail, Russia. Easy. Galvin Ivan, Russia. 2-0 Сергей Фролкин. The score is 0-2. Turner Adam is the winner. Но пока шансов. Железные дороги Якутии. Группа компаний. Сукач Оля, 2-0. Женщина, весовая категория 85 килограмм. It's our final stage World Cup. The first one was. We have one more minute. 2-1. The winner is Makhimur Luzagirova, Russia. Айкан. 2-0. Kuchesokova Kristina, Russia. Rahman
Церемония открытия. Poland, Russia, Slovakia, Ukraine, and the United States of America, USA. Let's give some applause to the king. Thank you very much. So 3 years ago, I received a phone call. 3 года назад я получил звонок. Разрешите также благодарственное письмо Международной Федерации Масс-рестлинга вручить Юхаве Сатьянти за его гостеприимство и организаторские способности. Всем нам здесь хорошо. Айхау! Thank you. Спасибо, Александр Николаевич. Джонан Кутта, Татьяна. После обеденного перерыва, после парада открытия, схватки продолжаются. 2-0. Виктор Колебовчук. Петер Пуха, Словакия. Адам Тернер. 2-0. Сергей Фуровкин. Затяжной характер приобретает схватка. И с каждой секундой становится все интереснее. Давайте поаплодируем. Подачка. 2-1 выиграл. Два 0.
400s. Давайте поддержим! Левую руку на себя! Левую руку на себя! Один счет. Только они из посторонних могут находиться на помосте. Это напряжение, ребята, давайте поаплодируем. Кто же из них? Мощная была схватка. Анастасия Каша, Абдузаирова. Заскаивайте. 2-0. Представляет один и тот же регион России, Калужскую область. Атакует Махидор, Абдузаирова, отдает синяя сторона. И красная сторона заявляет протест. Финал 60 килограмм. Так как участников всего двое, они сегодня только выступают за финал. И слышно, Россия, есть болельщики, Кыргызстан. Неужели никого нету? Бьют всегда, зафутболяют золотой медалью, надо их приближать. Опа! 1-0 в пользу Дмитрия не устроила. Счет 1-1. У кыргызского спортсмена, кажется, задние мышцы бедра повредились. Или что? Итак, продолжается финальный поединок. Бескомпромиссный, напряженный. Таким и должен быть финал. 1-1. Так что решили? 2-1, да? The score is 1-2, and the winner is Dmitry Neuzdoev, Russia.
Словакия. Станислав Иванов, Россия. Kim katana suya. Terus ke tiaga lahti. Tiaga ana bahai terang bahai lahti. Tiaga na bahai terang na. Kayda kanang kaydi. Teh teknik na hayat ada. Masukawar. Nah, edes miska hawas ada istimahala. Cus dautum tambah betul. Jangan kalau seketika kita harus tak kawin tapi kita tidak sama ni juga harus tak kaya dah. Красавчик. Схватка за третье место 80 килограмм. Асена Тастыры выигрывает со счетом 2-0. И тоже очередная схватка за бронзу 80 килограмм. Станислав Иванов со счетом 2-0 спокойно выигрывает и становится бронзовым призером. Внимание! Финал! Мужчина, весовая категория 80 килограммов. На помост приглашаются Аганес Давтян, Армения, Оливер Кюрик, Словакия. Ой, Оливер! Схватка за золото! Итак, поединок за третье место. Мужчины. Очень быстро. Так, первая схватка. Это 105 килограмм. Схватка за бронзу. Пока счет 1-0 в пользу красного масс-рестлера. Схватка за вторую бронзу. 105 килограмм. Кидай протест, фальстарт был. And the winner is we have a protest from the red side. Протест был удовлетворен. И все-таки 2-0. Канада. Схватка за золото. Дмитрий Попов и Иван Калитин. 1-0. Дмитрий Попов, Russia. Схватка за бронзу 125 и плюс килограмм. Извиняюсь, это не за бронзу, у них круговая. Потом будет итог. И мы посмотрим на пьедестале, кто какое место занял. 125 килограммов. Идет Иван Галкин. Gyere, Gyagya! Túlfordítás! Ez túl volt. Úgy, hogy egy-egyítés, túlfordítás. Спорно. Виктор смеется. Опа. И все-таки вырвал. Ага. Выигрывает. Виктор Калиновчук, Russia.
Сергей Фролгин, Russia. Иди в душ. Не остывай, а то тебе завтра бороться нечего. Знаешь, почему потею? Потому что пиздец болит палец. Ну иди в душ, я же тебе говорю, Сереж. У тебя полотенце есть? Сейчас закатишь там в да? Сейчас да? Какой был? Презентик, да? От кого? Берег. За то, что сделал подладонники. Или как? На ладони. На ладоник. Астынь, да? Яганы? Ага. Вес прошел. Миша готовится. Вадим прошел, да? Что, как соревнования? Очень хорошо, очень хорошо. Как выступил? Как оцениваешь свое выступление? У меня недавно, месяц-два назад, травма была. Мой серьезный соперник это Дмитрий Попов. Мы в Турции, в Стамбуле встретились на третьем круге. Я первую схватку выиграл. В тот момент у меня бицепс бедра задней части, ноги, порвался. Из-за этого у меня вот 2 месяца не восстановился. Но для меня это спорт важен, поэтому я пришел. Поэтому я хотел выступать и забрать свое. Я дважды проиграл, сегодня тоже проиграл, потому что я боюсь, чтобы в следующем году на чемпионат мира, чтобы не попасть, а хотел, чтобы туда попасть и выигрывать этого монстра. Я сделаю его в следующем году в Якутске. Ждите меня. Обязательно. Спасибо. Благодаря чему поддерживаешь свою форму? Покажи-ка вот широкие. Постоянно правильное питание, диету соблюдайте и держите свою форму. Любите спорт. А первый спорт, которым ты занимался, это какой вид спорта? Это борьба была, вольная борьба. Потом тяжелая атлетика и многим видам. После этого я увлекаюсь масс-рестлингом. Мне понравился масс-рестлинг. Это здесь борьба. Уже ты видишь, ты чувствуешь, оцениваешь твой результат. То, что ты на тяжелой атлетике делал, каждый день ты борешься с самим собой. А здесь уже ясно, да? Здесь уже адреналин хочется. Я уже какого года? С 15-го года уже в масс-рестлинге. Выиграл игры кочевников. На 2-м месте стал на чемпионат мира в Якутске в 2018 году. В абсолютке был в Саудовской Аравии. Многим, я выступал, и мне нравится, я буду дальше выступать. И своим подопечным тоже хочу, чтобы они выиграли на будущем. Иншаллах. Спасибо. Это Яна безоговорочно выигрывает со счетом 2-0. А вы судья или участница? Не судья и не участница, я организатор. Света, давай! Света, давай! Не хватит, все. 2-0. Да. Виктор Крылов прошел взвешивание. Витя Коровдики. Да. Миша чойдик баттың, да? Киси болар. С какой попыткой прошел? 5-я.
Евгений Устроев, Россия. Третье место. Наши болельщицы. А третье лучший себе. Кыргызстан. Вот и завершился первый день Кубка мира. Только что была общая фотосессия. Спасибо. Я тоже сфоткался, а то меня никогда не бывает по ту сторону. Здорово, доктор. Я Эрджоннер, Карангадыр Гитер Тугаберти Хатин, Мунакси Хаджари Пудахатна, Бусангаджал Чугахабутигар, Алгыс Вилирней, компания Тугна, Картага Хикаси Хидикапси, Мунна Тугу Атулурин. Кыргыттарга бакка Эрджоннерге эме ассортиментада, аны кыпкыр аяк тугы койнуна кыргыттар кой. Сахалы үрүн көмүс ытаргалар, кергеллер балдар. Бу буланы булыргыды ытаргалар, ха. Аны бу аныгылылар эме балдар. Бу аныгылыттан белетем этехин барам бу татыйына кендерин. Бул көчөнтөн хынчар кумагага алгыс ванна харыскалдары каян кырыянын урар. Бу буланы и кур ините болбата бу ытарга Вон бу мен харыскалдар балдар. Да аныманда кыгыл көмүстер, мен бу хакылдылар балдар. Обручальный бехелектер. Оны бу эме кыгыл көмүстен оңолдугут кергеллер, ытаргалар. Вот так көрүн шөйдүк, кереңаддар гытыгар. Кереңаддар көрөлөрдө булалакытна эржоңутарна микайдар дейинде. Сиркө мүһүнөн оңолдугут бехелектер, ытаргалар. Бу болоттор көрүн ора. Ондуктар баалары бит. Сиркө мүһүнө. Фениттах бехелектер, подвескалар, онна харыскалдар. Оны бычагы араха бары бит. Статуснайдар. Гынатын куттанан ыйыппаты бит. Бягат ыйтар. Ювелирная компания Алгыс самый фишката болары бит. Бриллианттар баалары бит. Бу алмаз бабатах бриллианттар. Бу маны любой кергеге лаңыт. Бягат заказтан кетерде хатын сөп. Бу улата нехер размеры. Камера, конечно, всю красоту не передают. Бягат келен эле каракытынан көрө хатын сөп, кружалага баалар. Курат сүрөгөр кийинигер. Муну бу каралар эме баалары бит. Черный бриллиант. Муну бу Алгыс компаниятеринен бу маннык белектери эги тасдайдуга бетер ханар бара булакытына ижи баракытын хөп. Жиңнак саха сирин бриллианттарын. Бу үрүн көмүстөрдө саха быхага бу бола таяк муха. Муну бу быхага биден ариян көрөк бетере. Анда бити. Мөхәҗҗәр. Икки бөрөлөр картына. Кенене террас. Муну барты үрүн көмүстөрдө бах. Табарда үрүн көмүс болтак. Элементы мисеребради. Бах угун катагар. Бәте бу үс күттеннә хабит белеләгә бит. Моны кенеттегер бу бөрө. Чоккай беләк. Бу ми интерене эрҗөңгө хөптәк. Карыскал бары бит. Ме улак беләккә хөпте бәһәр туры статусына егенде күрдүк. Бу кендигер бу Алгыс компания слоганы деп хаду. Улукут Алгыстак болдунде. Исхоханнак суруктак кендигер. Бартырын көмүс. Эрҗон масынагатыгар эбетер жагадаганы иле кап сылгы селе карыскалдар. Үрүн көмүнөн оңолдуктар. Натуральный тастан бу сылар балдар. Тохтан рүчүгэй букархебай илинке бихендер. Ык путатахи болар ине. Анан белемнене бит ажо. Үрүн көмүстөн оңолдугут ихит комос. Да ихит комостен тугарон хефтебе. Комос бу паркыдык. Оны үрүн көмүс уручукалар. Иттер. Бу мандыктар эме балдар. Манда айылга күндү тастары бу хамы элитный. Сапфирдар, изумруддар, бу арас айылга күндү тастары барда балдар.
Белое золото с сапфирами и бриллиантами. Белое золото с изумрудом. Бу кемия сапфирдар бастага курдук. Хеттюс бёхом пробалах күмүс, ванна жемчуг. Бу булагана очень редкий сапфир. Олихим бу аргасыңнах. О калдан көктөрдөн нагар. Олок атын. Ванна жемчугдах. Ванна бу бриллиантнах күмүс. Атахын атынете көрүжөстөн епитим. Бу баларханалары миллионга дире тие эбиттер. Үстүнчө сумматтан эге өскөтүн азастакытна эге борбуска мунун үчүн бахаландар билектилер. Бахаландар исотатын кепсире болакка, кыжагыс чомутун бу көрүк нар үйрө катагыртындар ден, үтүктер кайын, онукиндери санаттайын. Саңа жыл чука хабытын хибастан, алгыска чепчити багата болу турар, биохам бурген өскөтүн эге көмүсөлөр болакытна, үрүн көмүскө, оны сертифицированный бриллианга, сибе бурген скидкалар. Кататны оттер. Диди. 3 часа дня, второй день соревнований и взвешивания. $54 ровно. Второй день соревнований. Второй этаж. Виктор Крылов и Вадим Анахин. Россия. Обе представляют Россию, первые и вторые команды. Виктор Крылов. Светлана, доброе утро. Доброе. Что, как выспались? Хорошо. Угу. А у женщин абсолютно не будет, да? Будет. А, будет. Участвовать будете? Да, конечно. Ага. А главный соперник для вас кто будет? Ну, у меня две, по крайней мере, главные соперники. Кристина, которая наша вчера первой стала в моей категории, и Оля Сокоч, Украина. После первого дня как восстановились? Ну, выспалась, покушала хорошо. Ну, слава богу, тю-тю-тю, травм нету. Готовятся дай бог. мужчины весовой категории 70 килограмм. Владислав Левченко, Словакия. Четко выполнена стойка, 1-0. Знаменитая Ольга Сука. Сегодня... Я понимаю, но в любом случае... В абсолютном чемпионате мира Я дрова. С Иваном Галкиным. Да, чемпионата мира абсолютно, да. Привет. Привет. Kata geldin de. O da ne be? Uçuk da. Со счетом 2-0. Великий стал. Джаму ката Петр Бурнашов, Russia. Mikhail Yemeyanov, Russia. Next category will be men 75 kilos. Şöyle. Жестко. Гаражка, да? О. Петр Бурнашов. Kim kahitiri? Не отпускай! Держи! О, Михаил берет. 1-0. С днем рождения. Спасибо. Почему на Сергея замахиваешься? А потому что он подставляет постоянно нас. Обманщик. Оказывается, есть много парочек в масс-рестлинге. Are you married?
Pretty much, yeah. How many times you together? 2 years. 2 years, yeah. 3 years? Oh, okay. When you... when you show ring Когда ты сделаешь предложение? Бай в свободном круге. Просьба приготовиться. О, Михаил Емельянов берет со счетом 2-0. Ух ты! Пека, Финлянд. Боковой судья Капаров Абдулвахаб. Один 0. 2-0. Наташа Черноградская. Алена Федорова 2-0. Беке. Комбат проходит обучение в Академии полиции Кыргызстана. Счет кутқахай атак. Киселик kita. هو تبلين ينقطع كيسر بدقة. سب. Украина атакует. Тут что? Спорный вроде. Оп. 2-0. Опа! 2-0. Атаға баран түстеді. Виктор Крылов. Предупреждение синего. Атаған катақта келді. Ногу поднял. Второе предупреждение и... Второе предупреждение и счета 2-0. Протест заявляет синяя сторона. Протест был удовлетворен. Продолжает схватку. Вадим атакует и берет вторую палку. Вадим Анахин. Владислав Лечин. Тут. 1-0. Мы выражаем нашу глубокую признательность. Что-то с рукой украинского мастерства. Предупреждение синего. Два 2-0.
Опа! Очень равная схватка. Производила съемки, и благодаря им мы можем наблюдать трансляции этого замечательного Байшеви. Эта серия снималась зимой в Якутии. Счет 1-1. Так, протест принят. Предупреждение синему за то, что он празднует. Счет 1-1. Без вопросов. Невидимый герой тыла. Айна Катерина. Что делаешь? В чем ваши функции? Награждение кино, диплом где? Mass Wrestling World Cup. Az elsőnél vagy átfordult? Витя, смотри. Фото хочет с вами, Дмитрий. О. Вообще отлично. Приехали побороться с сильнейшими атлетами стран. Посмотрели Финляндию. Вот. Были в Хельсинки, как говорится. Но много чего, конечно, не увидели. Живем в прекрасном месте, в лесу. Вот. Наслаждаемся природой, Финским заливом. Все очень здорово. Организатором Юха Весаянти является президентом Финляндии. Ему большой привет и спасибо за вообще возможность в такое тяжелое время провести эти соревнования, потому что это очень важно для нас, как для спортсменов, чтобы мы не стояли на одном месте в такой непростой период. Еще раз выражаю свои слова благодарности Юхе Весаянти. Выступление оцениваю, в принципе, неплохо. Ну, не могу сказать, что плохо, нормально оцениваю. Просто что, если бы не травмы, конечно, можно было принять участие в абсолютном чемпионате мира. А так за нас это сделают представители категории 125 килограмм. Это Роман Калинин и Иван Галкин. Нам пришлось снять со соревнований ввиду полученных травм в очной дуэли, так скажем. Ну, все бывает, как говорится. Когда возникают такие турниры очень близко, рядом, и в одно время проводятся, это практически нереально, чтобы в борьбе за первое место, ввиду того, что, естественно, уступать никто не хочет, безусловно, не получить ни повреждения, или не растяжения, ну а подводить действительно Российскую Федерацию в таком престижном турнире тоже не хочется. То есть выйти и, допустим, кому-то проиграть там
или просто тем более отдать, как говорится. Поэтому было принято судейское решение, то есть и тренерского штаба, как говорится, решение о том, что на чемпионате мира в абсолютной весовой категории примут участие спортсмены из категории 125 килограмм. Нет, уже сегодня. Не-не-не, это же Кубок мира, а этим летом чемпионат мира в Якутске будет. Вы планируете там приехать? Ну, чтобы попасть в Якутск, нужно еще отобраться вначале. То есть отбор будет проходить в Казани где-то апрель-май 2022 года. Если довольно-таки успешно пройдем отбор, то я думаю, что да, конечно. То есть мы примем участие в чемпионате мира, который будет приурочен к столетию Республики Саха-Якутия. Вот. Будет еще очень, как говорится, здорово еще раз побывать в красивейшем месте планеты. Что хотели бы пожелать спортсменам, масс-рестлерам и болельщикам? Спортсменам продолжать развивать масс-рестлинг, пропагандировать его по всему миру, то есть развивать его во всех странах, привлекая, как говорится, еще большее количество стран уже в ту копилку, которая имеется на данный момент. Вот, потому что, безусловно, как говорится, цель у всех одна – это Олимпийские игры. Вот, развитие масс-рестлинга сейчас очень довольно-таки широко представлено. Но в будущем, вот, в перспективе, говорится, многие страны тоже, я думаю, что присоединятся. Потому что масс-рестлинг – это уникальный вид спорта, очень зрелищный, вот, динамичный. Он сразу понравился многим, как говорится, и спортсменам, и зрителям, и болельщикам, потому что он очень быстротечный, схватки быстро проходят, моментально, то есть определяется победитель, то есть и зрителю это интересно. Представителям младшего поколения пожелаю, как говорится, ориентироваться на нас, как говорится, смотреть, то, что вести здоровый образ жизни, это очень важно, тем более сейчас такой непростой период, вот, в период пандемии, вот, и поблагодарить еще раз, как говорится, организаторов финской стороны за это проведение, за организацию вот, финального этапа Кубка мира здесь, в Финляндии. Так, ну, коробка на радио, какие тумбочку рухут? Трудно. Какие? Что? Был Татьяна день. Ну, зови Петровна Турас. Немного новорослов Финляндия. Юхависа Бенкапсита Туралдер. Юхависа Бенкапсита Туралдер. Бисселлер. Тем временем на улице снег. Здесь мало бывает солнца. Всегда облачно. И наконец мы видим в этой серии равновесия. Пора? Easy win. Voi most be van a jobb lába. Azt már nem tudsz, már megoldja. Еще раз. Корпусом двигай, Марина. Бежи. Еще раз. Величайшее напряжение царит на помосте, где российские спортсмены Тяжело. 1-1. Екатерина Голубевская, ветеран спорта, выигрывает со счетом 2-1.
Миша катает. Ага, 1-0. Че? А, предупреждение. Ну-ка, 2-0. Михаил Емельянов. И выиграет Емельянов. Одна из самых принципиальных схваток в масс-рестлинге. Павел Черноградский и Иннокентий Федоров. А первую палку взял Павел Черноградский. Смотрим вторую схватку. Предупреждение обеим спортсменам. Опа! 1-1. Счет 1-1. Предупреждение синего. Халатес, давай. Зараз будем чабарда. Это принципиальная схватка. И вот сенсация сегодняшнего соревновательного дня. Тубихан, кофе, да? Перерыв на обед. Опа, счет 1-1. 1-1. Похоже, синий спортсмен опустил одну руку, и очко присуждается Михаилу Емельянову. За счетом 2-1 победу одержал Михаил Емельянов. Как тугу заказ статует? Приятного аппетита. Суп-то был сильный. Сложная схватка прошла. И Виктор Крылов. Виктор Крылов. Спасибо спортсменам. И, по-моему, он становится победителем Кубка мира. У них круговая. Россия. Очень сильный спортсмен. За счетом 2-0 победу одержал Бекмурза Актошев из Кыргызстана. Что вы сказали? Конечно, сильный. Расскажите про него, пожалуйста, пару слов. Кыргызстана, я тоже из Кыргызстана. Я хочу, чтобы он выиграл, конечно. Болею за Кыргызстан. Сколько он тренируется? Наверное, 3 года, наверное, я точно не знаю. Мы из других областей, поэтому... Не отпускай, не отпускай! Да, работай! Так же! Good, Alex! Опа! Иди до конца! Какая стойка? Стойка. Давай, Миша, держать.
Миша вырывает. Зверь. Блуждающая тактика борьбы. Оу. 2-1. За счетом головой победу одержал Эльдос Айбаев, Кыргызстан. The final score is 2-0, and the winner is Azad Tastanderov. Это его дочка, оказывается, выступает сейчас. Вот справа сидит его дочка. Наталья Черногорская. És akkor mi van? És akkor mi van? Semmi baj nincsen. Ай, дикая победа Валиваева. За счетом 2-1 победу одержала Юлия Лебедев, Украина. Один гол. Ножик. Наталья Черноградская, победитель Кубка мира. Победу одержала Наталья Черноградская, Россия.
2-0. Со счетом 2-0 победу одержала Кирилла Куржанова, Кыргызстан. Заключительная схватка Кубка мира. Давай, 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 пас, 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 Сказали, что это фотограф, личный фотограф Вилли Хапассало, того самого актера из кинофильма «Особенности национальной охоты». Саина Дмитриева становится призеркой турнира. Саина Дмитриева, Россия. Первое место. Золотую медаль Испании по победителю финального этапа Кубка мира завоевала Наталья Черноградская, Россия. А это уже абсолютка и финал среди женщин. Айжан и Яна. 1-0. Ведет. И мы приветствуем чемпиона мира в абсолютной весовой категории. Победу одержала Яна Власкова, Словакия. За Рому, да? Это зафиксировали, да? Все за Рому. Все за Рому? Да. Кыргызстан за Рому. Кыргызстан за Рому. А я за Ивана тогда. Че, давай, Иван, топи. Финал абсолютки. Опа. Иван первый массист. Россия! 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 Изи. И приветствуем нового чемпиона мира в категории. Наши аплодисменты. Поздравляем вас. Со счетом 2-0. Со счетом 2-0. Опа. Заявлен протест. Сказали, не надо. Протест. Аннулирован. Со счетом 2-0 победу одержал Иван Галкин, Россия. Друзья, итак, на этом поединке мы закончили всю программу финального этапа Кубка мира и абсолютного чемпионата мира. Награждение абсолютки. За первое место абсолютный чемпион вручается картина. Итоги абсолютки мужчины. Иван Галкин. Чем?
гимн России. Призер Вадим и чемпион Михаил. Это ваш язык. Спасибо, дорогие друзья. Смотрите, неожиданно. Вот что подарили. Четко ли. Майка. Лейс. Namun na do grade kaya tapapa ko to. А далее награждение по итогам 3 этапов. Открытие. Кыргызстан, Вань! Кыргызстан, Россия, Кыргызстан, келгиле! Еще раз! Вот и все. Вот так завершился Кубок мира по масс-рестлингу. Надеюсь, еще увидимся этим летом в Якутске на чемпионате мира. Рядом.